Как всегда, одной из самых ярких и театральных оказалась речь лидера ЛДПР Жириновского. Владимир Вольфович, даром что сын юриста, внезапно обрушился на евреев, как едва ли не главных возмутителей спокойствия в современной Украине. Говорят про сегодняшний день и не хотят сказать, как это все случилось. Да? Мы завоевывали Украину когда-либо. Русская армия шла на украинские города, села, так сказать. Этого ничего не было. Был, наоборот, призыв к русскому царю помочь спасти украинцев от злодеяний поляков там, или, может быть, каких-то других агрессоров. Это вот первоначально. Второе. Все межнациональные отношения выстраиваются территория, экономика и язык. Вот. Не надо делить территорию. В эти подарки, которые делала советская власть, Донбасс, Крым, Черновцы, Закарпатье, это все никакого отношения к Украине не имеет. Закарпатье – это или Венгрия, или Закарпатская Русь, причем из Украины. Черновцы мы у румын отобрали, как страна-победительница, за то, что фашистская Румыния шла на нас 22 июня. Это маленький подарок. Нужно было всю Румынию забрать. Это слабость. Сталин плохо разбирался в политических картах. Они вместе с Великой Германией напали на нас. Представляете? Румыны. Ну. И они мечтали, что они будут среди победителей в 1941 году. Это вот чудовищно. Вот. Дальше все события развивались вокруг Польши, причем и с Украины. Польшу уделили постоянно. Но мы вынуждены были делить. Нам Польша не нужна. Но с барского стола нам не Австрию же будут отдавать. А раз русская армия пролила свою кровь, вот соседнюю берите кусок Польши. Это вот проблема. Поэтому исторические есть причины. Есть вот эта вот проблема территорий, подарков не надо делать. Ведь если бы в 1917 году от нас бы отделилась независимая Украина со столицей во Львове и 4 области – Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская, значит, и Ровенская. Я все это проехал. Я там бывал много раз. Все, вот 5. Не было проблем. Никаких не было проблем. Все. Но когда создали огромную Украину, раздавая ей, так сказать, земли на Западе, цель была какая? Вот союз сделать. Союз. Политический союз. Но экономика. Живот пересилит любые союзы. Этнические, политические, любые. Если люди голодные, они будут рваться из любого союза. Но есть еще одна причина, о которой все стесняются говорить. Еврейский вопрос. Отовсюду из Европы веками гнали евреев. Веками. Буквально истребляли их, уничтожали. Это великие европейцы. Французы выгнали всех евреев из Франции, в Испании догнали их и там уничтожили. То есть зверства были веками. Кто был живой, они спасались. Шли на восток. На востоке Российская империя. Царь смотрит, евреев везде гонят. Значит, что-то такое. Он берет пример. Европа же великая цивилизация. Он их не стал уничтожать, но он их остановил. Остановил как раз на территории Украины. Как раз на территории Украины. И сказал, здесь сидеть. Землю не получите. По образованию квота там 5%. В Петербург поедет несколько человек учиться. И, естественно, ненависть к Европе у евреев, которые теперь можно назвать украинских, вылилась в ненависть к русскому царю и к русскому народу. Потому что последнего, бьют-то последнего, ненавидят последнего. Мы с вами не будем вспоминать Чингисхана. Мы вспоминаем с вами Саакашвили. Хотя Саакашвили, может быть, ничего плохого и не сделал. Там какие-то постреляли чуть-чуть, а Чингисхан 3 столетия держал. Но это давно было. Так и тут. Евреи забыли, как их уничтожала вся Европа, а вот русский царь. Вот теперь мы тебе покажем. И стали в основе всей революции против царя. И одновременно русофобские настроения воспитывали. И одновременно, уезжая в Израиль, в Америку, там воспитывали русофобские настроения. Они не украинского народа русофобские, а за счет бешеной пропаганды. Когда русский царь спас евреев, надо было пропустить их дальше, до Сахалина. И все. Он их остановил. Вот они скопились 20 миллионов. Вот стоят на пороге Российской империи. И на Запад нельзя, там били. А здесь юридически нельзя. Это вот проблема. Проблема, которую не хотят показать как причину. Почему? Посмотрите, все руководители Израиля. Выходцы с Украины. Там нет ни одного русского еврея.
Все они, как говорится, или Белосток там, или Костополь, так сказать, из Львова и так далее. И по-русски говорят, не по-украински, кстати. Выходцы с всех частей, но все прекрасно по-русски. По-украински ни разу не говорили, потому что это была Российская империя. В этом проблема, понимаете? Нельзя перенимать чужие примеры. Если где-то издеваются над евреями, то ты их, наоборот, пригрей и рассели по всей огромной империи. Огромная империя, всем места хватит. Но он думал, как это надо что-то делать. Советники-то тоже дурачки. Говорит, там их бьют, там, давай мы их как-то остановим. Вот, это же проблема. А били за то, что умные они. Всегда дураки вокруг, один умный еврей, все его ненавидят. Вот вся проблема-то. Как отличник в школе, его ненавидят. И десятилетиями это все скапливается. И сегодня Израиль нам враждебен, потому что опять мы их не выпускали, опять мы их сдерживали, так сказать. А Израиль влияет на Америку. Ведь всю революцию Октябрьскую финансировал Шиф, банкир, двоюродный брат Якова Свердлова. Все это авантюристы приехали с Запада, с деньгами западными, и устроили нам эту первую оранжевую революцию. И 1905 февраль, октябрь 17-го, вот 6 революций. Все они нам устроили. Это вот мы рассорились тогда еще при царе. А нужно было, наоборот, к себе их всех. Надо вам Крым, берите Крым и живите там. Арабы были бы нами довольны. Не давай с арабами воевать. Все неправильно было сделано. И при царе, и при советской власти. Сейчас что надо делать, Борис Ильич? Вы же за Россию. Чего вы молчите, сидите, великий украинский ученый? Я знаю, замечательный человек. В Страсбурге мы с ним общались, когда я всегда чувствовал, вот она, наша братская страна. Значит, фестивали проводить. Пограничные города. Один фестиваль молодежи в Харькове, другой в Белгороде. Один в Чернигове, другой в Брянске. Встречаться чаще. И здесь, и в Москве. Дорогу сделать скоростную. Чего мы в Казань тянем? В Казань можно, давайте до Киева такое же расстояние. Сапсан 3 часа и все. И сейчас с утра с одними здесь сидим, в обед с другими, в ужин с третьими уже. То же самое, мы туда поехали. Бешеные потоки. Чтобы везде мы были с вами, так сказать. И товарищ выступал, говорит, скоро газ русский будет никому не нужен. Хочу вам сказать, до конца этого столетия будет всем нужен. Замерзнете все без русского газа. И вся промышленность Европы остановится. Сланцевый газ уже рухнул. Ну где сланцевый газ? Он оказался дороже, понимаете, идиотизм. Сланцевый газ победит. Так чтобы его добыть, нужно потратить еще больше энергии. И он куда дороже будет русского газа, который сам бьет на Ямале. Это все пропаганда, так сказать. Заказчики стоят на наш газ в очереди. А куда смещаются весь мир? В Азию. А там стоят китайские львы, которых вообще весь газ мира войдет в них. И будут платить бешеные деньги. Поэтому покупатели найдутся. На это ставку делать не надо. Договариваться надо. Я согласен, но борьба идет с русским языком. Экономически, если никто мы не докажем друг другу ничего, территории пока у нас вот такие, какие есть, значит, на этой земле бьют за русский язык. Поэтому я противник того, что при советской власти была насильственная русификация, но я противник того, что сейчас идет насильственная украинизация. Через насилие мы вопрос не решим. Назло русские будут говорить по-русски, назло. А не будете насильно заставлять их отказаться от языка, они будут учить украинский. Я сам с национального региона. Построили казахские школы, пустые. Они сами пошли в русские школы. Открыли казахские театры, пустые. Они сами пошли в русскую драму. Положили в киоски русские газеты на казахском. Никто не берет. Так и вы сделайте на Украине. 2 школы, русская и украинская. И вы увидите, что русская будет переполнена. Надо выполнять требования народа. Европа говорит, что соблюдайте права нацменьшинств. Но это не только нацменьшинств, это русские не являются таким уж нацменьшинством. Поэтому надо делать все добровольно. Добровольно. А то, что, возможно, вы считаете, что сегодня многие украинцы за Евросоюз, они просто не знают что. Вы их пошлите в Прибалтику на экскурсию. Пусть поговорят с жителями. Они рады, что они в НАТО и в Евросоюзе. Да ему заплюют за такие вопросы. В Чехию пускай поедет на экскурсию. Время. Я заканчиваю. Но я предлагаю встречаться, обсуждать и думать о хорошем. Никакой катастрофы не будет. Никакой войны не будет, так сказать. И придет время, когда мы обо всем договоримся. И я спокойно в Крым поеду и спокойно пойду повесить новый замок на мою фабрику в городе Костополе, Ровенской области. Все, до свидания.
Впрочем, еврейская тема оказалась не более чем острым гарниром к его весьма многозначительному и, я бы даже сказал, далеко идущему рассуждению о геополитических судьбах Украины. Вот все, что Горбачев и Ельцин делают последние годы, мы бы сделали наоборот. Поэтому, если хотите знать политику партии, помните, Ельцин говорит либерализация цен, ЛДП говорит заморозить цены. Ельцин говорит признаю Украину, вчера он сказал, а мы говорим не признаем Украину. Вот все делаем, они делают все наоборот. Поэтому всегда четкая позиция, а что бы сделал ЛДП? ЛДП сделала бы наоборот. Конверсия, остановить конверсию. Вывод войск, остановить вывод войск. Сперва подготовьте города, военные городок, сперва подготовьте полигоны. Все для армии. Только тогда из готового военного городка в Германии в готовый военный городок в России. И при этом немцы сперва должны рассчитаться. Если мы неправильно и сегодня решим национальный вопрос, мы не двинемся с места. Сегодня экономика в большинстве своем буксует именно из-за этого. Никто не хочет вкладывать деньги, развивать производство, никто не знает, какая это будет территория. Какой флаг будет развиваться над этой территорией? Я сразу скажу, что я против того, чтобы хоть 1 метр советской территории оказался под юрисдикцией чужого иностранного флага. Отказ от национального деления страны на регионы по национальному признаку. Потому что ни в одной стране мира такого нет. Должны быть регионы, пожалуйста, области, губернии, как хотите, департаменты, штаты. Но национальное деление провоцирует гражданскую войну, провоцирует осложнение и постоянное будирование национального вопроса, который самый сложный, самый больной. И нигде, ни в одной стране мира до сих пор не решен.